ты гордость таджикского народа. Вот таджик с 5 высшими образованиями, профессиональный боец ММА. Дай совет нашим ребятам, чтобы они такие глупости больше не делали. Ты дурак, что ли? Иди работай. Ты чем занимаешься? За это еще деньги А кем ты работал? Все же хотят сразу деньги зарабатывать, миллионы. Да вот Муродов. Какой-то таджик, да, значит? Стереотип, значит. Я его легко пройду. Я там такое кино устраивал им. Шараф, скажи просто, откуда ты такой большой фингал на лбу? Здравствуйте. Фархот, проходи сюда. Обязательно, это Баха открыл бизнес, который зарабатывает деньги и получает лоик процент от этого. Нет, это мы удалим. Это. Ну и получается. Он только бизнес начал, но у него уже охрана, как у Тимати. Видел? Так это как Шараф, ассаламу алейкум. Александр. Расскажи, как ты готовишь молодых проспектов. Очень много в Барнауле именно земляков молодых, которые сейчас есть. И не только Сарвар Хамидов, есть и Ануш Тухтуев, такие хорошие проспекты, которые сделать конкуренцию там, ну, как минимум Кавказу, да, потому что в них уже вложено те знания, база, которые, ну, мне не хватало изначально. Это вольная борьба? Вольная борьба, работа возле стены, да и вообще ментальная подготовка именно профессионала, потому что именно готовиться к боям надо психологически ставить все на кон. И как бы, ну, если ты выбрал это своей жизнью, надо уже отдаваться полностью, потому что вот эти сомнения, там, раз подерусь на публику, там, да, будут считать тебя профессиональным бойцом, но ты не полностью отдаешься именно своему любимому делу, тогда оно и не полностью тебе, как говорится, отзовется от этого. Так что ты, ну, должен 100% отдаваться, и когда у тебя есть наставник, который уже прошел этот путь какой-то, да, определенный. Когда уже наконец ждать твоего выступления? Планирую, иншалла, октябрь. Сейчас, если какой-либо контракт будет, то уже не от меня это будет зависеть, какую выбрать дату. Ну, хотелось бы уже в октябре, потому что прошел 2 сборов. Одни сборы в горах полноразмерные, потому что с 15 регионов России приехали 20 профессионалов. Очень хорошо поработали, качественно 2-недельные сборы прошли. Я полностью, в принципе, не растренированный, готовый, только осталось скинуть вес и идти выступать. Скажи, пожалуйста, немножко о своих спарринг-партнеров, с которыми ты готовишься здесь, в Стрела Тим. Очень много приходящих людей, ну а кто на постоянстве, это Алексей Ефремов, Владимир Кануников, ну, порой бывает Денис Конаков, да и могу с тяжами поставить, с тем же и Гришиным, с Белостеновым. Ну, в основном постоянно вторник, пятница, там на спаррингах, приходящий день, открытые двери. И, как говорится, кто попадется, и с тем работаю. А земляки, кто-нибудь вообще может попасть на твою открытую тренировку? В любое время, Баха, тебе могу. В любое время 24/7 организовать. Спасибо. Не, Шараф, мне это понятно, земляки, которые вот фанаты твои. В Стрелу Тим, вторник, пятница, можно приходить, когда я в Москве. В любой момент можно прийти, посмотреть, поболеть. Ну, поболеть не надо, с плакатами приходить, как на турнирах. Тоджик бачо, мархамат, кадом мехоски бо Шараф, сурат гират, бина, мархамат. Всех Шараф зовет на открытую тренировку. У нас сейчас в Москве вообще такой бум вот, по России. Таджики, ребята, они прям уже все идут в спортзалы. Я знаю ребят, которые такси работают, я знаю ребят, которые реально там работяги там на рынке продают, там, допустим, или тележку катают. Они приходят после работы, тренируются по ММА. И мне часто звонят, как нам попасть в команду Шарафа Давлатмуродова, как нам попасть в Шарафа Давлатмуродова. Но в то же время, наверное, такая будет противоречие того, что Шараф сам приезжает сюда, в Москву, готовится, а зачем-то ехать к нему туда готовиться. Ну, на самом деле там очень много студентов, именно с Таджикистана, кто по обмену еще не имеет гражданства российское. И у меня там у самого 3 клуба, именно на Алтае, ну уже 3-й клуб готовится. Провели вот в Сибири в этом году, на который ты присутствовал, да. Надеюсь, тебе понравилось. Очень. И очень много земляков, как ты видел, выступает, даже которые с гражданством и которые вообще в залах тренируются без гражданства. Как правило, получается маленькие веса. 57, 61, 66. И мне как, ну, просто не с кем работать. Есть пару моих весов, молодых ребят, но они совсем зеленые, с ними, ну, пытаешься работать только на них, не на себя.
на них. Из-за этого приходится, чтобы постоянно в обойме быть, сюда приезжать и тренироваться со спарринг-партнерами. Теперь расскажи, пожалуйста, как ребятам, таджикам попасть в твой спортзал 1 на 1 в Барнауле? В любое время. Всегда двери Через открыты. кого обратиться к тебе? Просто номер телефона пусть найдут в интернете 1 на 1 и пусть приезжают в любой момент. Есть Абубакар Баймуродов, который младший брат Камила Баймуродова, который БЖЖ. Да, там, да, он? Да, мы ему сейчас, свозили его на сборы, он получил пурпурный пояс БЖЖ. Он сейчас у нас главный тренер именно в Алтайском крае по БЖЖ. Сейчас мы хотим открыть федерацию, его поставить главным. Как бы потихоньку все дисциплины мы начинаем забирать в этом регионе. И ставить своих ребят, чтобы развивать это системно. Тот же самый Сарвар Хамидов тренирует и ММА, и вольную борьбу. Он сам действующий мастер спорта. Да. Всегда двери открыты. Молодые ребята наши, они выходят, дерутся, то есть на селекционные турниры, и многие из них не готовы. Даже есть видео, сейчас ребятам отрывок покажу, посмотрите этот отрывок этого видео. Чтобы вот такие вот жесткие нокаутов не было, Шараф, что нужно сделать, чтобы сначала, допустим, да, не сразу прийти в профессионалы, а может какую-то подготовку пройти? Дай совет нашим ребятам, чтобы они такие глупости больше не делали. Чтобы попасть в профессионалы, я сделал по любителям около 700 боев. 700 боев, друзья мои, Шараф Таванмуродов провел 700 боев. И чтобы там подраться и там именно пройти по любителям все это, меня душили и ложили в нокаут, и отламывали руки. Меня уже в бою ничем не удивить, ни чем-то испугать. Так что, чтобы вот этого не было, именно страха. Потому что в основном, когда ты попадаешь на нокаут, не от того, что из-за твоей неопытности, 60%, 70%, скорее всего, это ты от волнения не можешь в определенной ситуации критической среагировать телом, потому что тебя может в ступор, и в эту секунду она хватает, чтобы упасть в нокаут. Все же хотят сразу деньги зарабатывать, миллионы. Да. Советую, если честно, если у меня будет сын, иншалла, я его не отдам в профессиональный спорт, потому что это очень сложная работа на самом деле. Когда ты выигрываешь, ты на плаву, все тебя любят и так далее. Как только чуть-чуть ты проиграл, тебе говорят, ты не готов так, ты не готов, ты плохо сборы прошел или так далее. Я первые 10 боев зарабатывал в минус 20-30. Это я больше тратил на подготовку, чем я подрался. А кто тебе помогал деньгами тогда? Где-то сам что-то делал там. Родителей мне было стыдно брать, как минимум, потому что, не было такой большой возможности сказать там, я пошел драться по боям, дайте мне денег. Ты дурак, что ли? Иди работай. Ты чем занимаешься? За это еще деньги. А кем ты работал? Помогал в делах маме, газельку большую с мебелью возил, где-то даже там водителем помогал. Работал. Да. С разнорабочим. Туда сделай, то принеси, то увези. Много очень моментов всяких было. И если у вас родители богатые, и вам ваша необходимость, ваша помощь в семье, тогда можно попробовать. Но тоже отдавать себе отчет, что надо именно это выбрать как работу. Ты утром встал, пошел на тренировку, пришел, поспал. И вот этот режим, не просто там быть, один бой подрался, и ты уже профессиональный спортсмен. Нет. Где-то, если ты схалтуришь, это все скажется. Клетка может здоровье так отнять, что потом уже будешь дурачком на всю жизнь ходить. Именно любительскую карьеру выстраивать, потом плавно переходить в профессионалы. Что такое профессионалы? Потому дистанцию, что все равно своя тема, вот это, когда снимаешь ты с любителей щитки и шлема, у тебя уже по-другому ощущается страх твой. Ты уже думаешь, что ты как будто беззащитный, а он с каким-нибудь топором стоит. Это психологически так. Я был и мастером спорта по боевому самбо, и по союзу очень много выступал. И когда вышел на профессиональность, все равно это другое ощущение. И я помню, была такая холодная погода еще на открытом небе, это первый раз я дрался. Такие непередаваемые ощущения. Ты как раз таки сегодня только что отметил про высшее образование. Расскажи про свои высшие образования. Здесь же их несколько. На данный момент у меня уже 5-е высшее образование получаю. Диссертацию пишу на тему концепция личности военнослужащих современной российской армии. Первое образование у меня энергоснабжение, инженерия. Второе юридическое, как и все, в принципе, бойцы-юристы, почему-то, не знаю почему. Третье у меня, получается, педагогическое образование, физическую культуру и спорт. Это мне надо было как раз
потому что у меня залы, я имею право преподавать, но у меня именно есть. И 4 уже военное образование, я старший лейтенант армии. Ну, Слушай, так что- Шараф, ты гордость таджикского народа. Вот это- таджик с 5 высшими образованиями, профессиональный боец ММА. Я к чему это говорю? Когда было 10 лет назад, да, условно говоря, там, я единственный, когда выступал на чемпионате России, там, ну, не считая дагестанцев, там, и, может быть, одного русского на чемпионате России по союзу ММА, и когда читаешь фамилии, и у всех думают, что там, да вот Муродов, какой-то таджик, да, значит, стереотип, значит, я его легко пройду. Я там такое кино устраивал им, что они уже думали, лучше бы я по другой сетке прошел. Ну, имеется в виду. И вот такие вот стереотипы у всех же именно, это или рабочие, или какие-то там, ну, второстепенные работы, которые там, это не от хорошей жизни все происходит, это в связи с тем, что просто надо кормить семью, не от хорошей жизни, он 24/7 пашет, зато он знает заботу о своей семье и так далее там. А кто-то просто имеет столько возможностей и не хочет внести вклад. И вот сейчас молодые ребята, которые там я воспитываю, которые тот же самый Азам Гафуров, Фатхидин Сабиров. Вот новое поколение, которое выросло. Кто-то из земляков, из близких помогать начинает деньгами. И это уже облегчает именно старания. Просто у нас даже аналогом было в Барнауле в залах. У нас из 100 человек, условно, дагестанцев было, ну, там, не знаю, 20 занималось спортом. Сейчас из 100 человек занимается 80 таджиков у меня. Ну, это о чем-то говорит уже. Просто Иншаллах. популяризация вида спорта, уже какие-то появились свои герои. Молодежь на это смотрит, хочет развиваться. Ну, конечно, есть глупые вопросы там. Как Шараф стать этим чемпионом? Я говорю, секрет простой, просто ты тренируйся, паши, отдавайся своему делу. Не, ну а как мне вот в ИСЕ попасть? Если я вот сейчас пару боев сделаю по любителям, потом по профессионалам пару боев сделаю, я попаду же? Я говорю, нет, ты не попадешь. Тебе надо в 1000 раз больше все это сделать, и потом, может быть, ты еще попадешь. С такими мышлениями точно не попадешь. Да, просто надо, ну, тренироваться, это уже тебе даст. Может, ты не станешь чемпионом, но ты, во-первых, сможешь защитить себе свою семью, во-вторых, ты можешь отстоять интересы, и в-третьих, уже будут говорить на тебя, смотря о всей народности. Да. Именно не просто ты, например, там, типа, да вот он там плохой или такой сякой, он говорит, вот достойный пример, настоящий мужчина. Это уже приятно. Шараф, я много раз видел твои интервью, еще 5 лет тому назад, когда ты говорил про стереотип о нашем народе, там, о таджиках. А было ли когда-нибудь в твоей истории такое, что тебя упрекали? Ну, были моменты свои, но, как правило, это было по молодости, но я не могу сказать, что я там жестоко наказывал, но я решал этот вопрос, так что потом люди брали назад свои какие-то там, может, в силу своей глупости, кто-то, может, просто хочет обидеть, потому что он сам обиженный. И порой, ну, ты исправляешь ситуацию на месте уже. Ну, бывали такие, конечно, со мной случаи, но они не запоминались мне, чтобы какого-то глобальности, там, если, конечно, я даже, ну, услышу какую-то там не только про мою нацию или там про какого-то другого, да, там, условно, я делаю замечания, потому что, ну, как минимум, это он говорит о всем народе, там, если этот человек тебе неприятен, Ну, да. так что это, ну, глупости вот так говорить обо всех. Шараф, мы постоянно с тобой разговариваем о спорте, об околоспорте. Поговорим немножко о другом. Что ты ценишь в людях? Какие качества? Вообще, не только в спорте, не только спортсменов, правильно? Я думаю, зная себя, просто я порой бываю очень грубо. Именно даже с близкими, не с незнакомцами, ну, разницы нет. Просто я могу сказать, может быть, это где-то не тактично, но я могу сказать вот то, что я думаю, прямо в глаза. Ну, просто я вот такой, если вот у меня в душе зародилось это в сердце, я не могу промолчать и не сказать. Я сразу говорю прямо, и вот это мне нравится. Тоже, если мне скажут в лицо какую-то горечь, да, которую я сделал, мне это, я на это не обижусь, я наоборот приму сведения, да, значит, он достойный мужчина, сказал правду и так далее. Вот у нас у многих мечты, да, там, маме что-то купить, для мамы сделать какую-то приятную вещь. Что бы ты хотел для своей мамы сделать? Потому что я знаю, что у тебя отец уже, Царство Небес, его нету, Худор Ахмати. Вот для мамы, что бы ты хотел сделать своей маме, что ты еще не успел сделать? Я сейчас сделаю для мамы дом, строю дом, большой очень дом, где я буду жить. Ну, потому что я младший, так что она со мной. И
она у меня сейчас застройщик, прораб, пока меня нет дома, она у меня там ходит, контролирует, и я каждый раз, когда приезжаю, она увольняет рабочих. Я приезжаю, они наоборот ко мне идут, ну, потому что я как добрый полицейский, она злая полицейская. И получается так, что я потом улаживаю конфликты, и они опять приходят работать, я опять куда-то уезжаю, их опять нету. Мечта моя одна, чтобы построить дом, ну, осталось чуть-чуть, осталась внутренняя отделка. Да. Так что я думаю, еще, иншалла, один бой и все. И свадьбу сыграем, да? Да, это главное. Шараф, скажи просто, откуда ты такой большой фингал на лбу? Это вот мне сделали, это называется смайлик. Смайлик, да? Да, когда ты смотришь в зеркало, ты улыбаешься. Как раз хиджама поможет мне для восстановления. И вот мы сейчас находимся у них в гостях. Здравствуйте. Фархот, проходи сюда. Настал твой звездный час. Вот ты на самом деле один из таджикских бойцов, который профессионально занимаешься именно с точки зрения... Ты следишь за своим здоровьем, чтобы она прям соответствовала именно этому жесткому спорту. Скажи, просто, насколько тебе помогает хиджама? Ну, на самом деле, тело наше – это инвестиция бизнеса. Что говорить, это бизнес. Мы должны как можно больше прожить в этом бизнесе, потому что срок спортсмена – это на самом деле очень короткий период. А хиджама – это, ну, условно, легальный допинг. Давай так назовем это. Обмен веществ, просто метаболизм, ускорение, лечение травм и так далее. Очень много положительных эффектов с этого. Как сказал мой наставник по хиджаме, говорит, надо чаще спортсмена делать раз в 3 месяца, это минимум. Так что я думаю, мы будем поддерживаться его рекомендациям. Не есть жирное, есть больше фруктов. Шараф, ты сказал, то, что у тебя там в Барнауле, да? 3 школы? 3 клуба. 3 клуба. И самые такие топовых бойцов, которых ты именно на ближайшие там 2-3 года хочешь, чтобы они уже на профессиональном уровне выступали. Есть такие ребята? Ну, вот уже есть, которые профессионалы, например, Гусейн Халиков, да, который с нами занимается, там у него уже 11-12 боев, полковник. Кто не знает, может зайти в сторис Шарафа, и частенько вы его встретите. Ну, у него между нами Ты знаешь, да, его? прозвище полковник. Тут все его знают, брат. Да, и он очень популярный в моем инстаграме. Хотите его узнать, переходите ко мне по ссылке, и потом от меня к нему. И Сарвар Хамидов, да, 9-0, но он уже созревший профессионал, там уже ему никуда не надо готовиться, ему только надо попасть в большую лигу. Сейчас он, если выиграет этот бой, иншалла, я думаю, это уже большая заявка, именно потому что это как тест на хорошего профессионала. Плюс много ребят молодых, тот же самый Абу Бакр, плюс Ануш Тухтуев, тоже хороший любитель, но я думаю, на следующий год можно будет ему уже выступить. Есть тоже Камол, он знает, ну, у него может по профессионалам не пойти, но он хороший любитель. Мастер спорта ему надо в этом году выполнить. На самом деле очень много хороших ребят и профессионалов уже там в нашем клубе, да, там 1 на 1. Ну, где-то команда из 6-7 человек точно есть, прям именно, которые рабочие, именно хорошо чувствуют себя. Кстати, друзья, прошу заметить, в Сибирском федеральном округе уже 2 чемпиона ребята из Таджикистана. Это большое достижение, Шараф. Это, ну, сами видите, колоссально. Это мы начали потихоньку захватывать, ну, территорию федеральную, да, там. Ну, я не говорю, что там определенная. Мы просто начали популяризировать этот вид спорта, и очень много студентов с Таджикистана, очень много приезжих с Таджикистана, потому что, как правило, большие оптовые рынки находятся в этих странах, ну, городах, и очень много выходцев, и как бы, ну, мне приятно на самом деле, что очень много появляется толковых ребят, и вот я сейчас провел сборы, учебно-тренировочные сборы, приехало 85 человек. С Сибирского федерального округа, наверное, земляков приехало, ну, человек 50. Машаллах. Просто половина сборов приехали, причем разношерстные. Там и профессионалы, и любители были. И сам я поработал, потому что оставшихся ребят много очень приехало, профессионалов. Так что, ну, я думаю, это большой показатель. Хотели еще приехать больше, но у меня уже просто на базе не хватило места, и мне некуда было их расселять. На следующий год уже будем больше делать базу. Я думаю, уже человек 150-200 соберем по всей Сибири. Там, кстати, у тебя тоже был такой мужик постоянно с тобой, такой таджик, его зовут Анвар. Расскажи про него, кто он такой?
Пабло Эскобар. Анвар это просто, ну, я не знаю, как этого человека назвать. Это брат мой, да, это... Он живет в Екатеринбурге, и он постоянно, какой-либо турнир у меня происходит. Кто-то либо дерется из моих друзей, он летит. Как будто, кажется, все уже думают, что это менеджер команды наш. Он постоянно везде, на ИСЕ, в раздевалках, он. Просто в гостинице он с нами. Просто он, мне кажется, и всю весогонку видел, что происходит с нами. Я не знаю, это просто, ну, мужчина с большой буквы, там, отдать ему должное, он постоянно приезжает ко мне в гости, я у него бываю в гостях, и, ну, принимает моих друзей, там, независимо от нации и так далее. Так что это ему, ну, большая благодарность. А что мешает именно бойцу, ну, профессиональному бойцу, что мешает для его развития дальше? Какие-то есть там, не знаю, ну, что ты можешь именно четко прям... Не дисциплина. Просто кто-то пару боев выигрывает и начинает звездную болезнь ловить. Я тоже ловил звездную болезнь, я это не отрицаю. Но это было по любителям, и рано. Меня чуть-чуть потом приостановил нокаут в любителях, и все. Моя звездная болезнь исчезла. Как говорится, дисциплина перебьет класс. Надо, ты можешь быть талантливым, но если ты не будешь пахать, ничего не получится. А есть такие болельщики, которые там, бывает там что-нибудь такое, ну, гадости пишут, либо там своими вопросами надоедают. Всякое разное бывает. Бывает гадости пишут в плане там, может быть, тебе тренировать функционалку, твою кардио. Я тренируюсь из 365 дней, не знаю, 340, 350 дней. Порой у меня бывает, ну, чуть ли не 300 дней, 2 тренировки в день. И как вы думаете, как мне, натренировать это или не тренировать? Или просто ты гоняешь 16 килограмм, и где-то на весогонке ты теряешь свое кардио. И просто говорят, может быть, тебе по-другому тренироваться? А может быть, я уже 15 лет в спорте, и я знаю, как мне тренироваться. Шараф, у нас для тебя так небольшой подарок. Там у тебя что-нибудь есть? Положи сюда что-нибудь. Да? Там коробка с этим. Не, подожди. Ты же тоже что-то хотел? Нет? Я еще думаю, может футболку Лоиха подарить ему, эксклюзивный, его больше нигде не Ты будет. под камеру сейчас говоришь? Ну, у Бахи Баха начинающий выпросил. бизнесмен, нет, Да. Баха начинающий бизнесмен, и он не дарит, он все продает. Купить это. Не-не-не, я уже... Прямо сейчас эксклюзивную. Потому что такой коллекции Больше не будет. Да. Запись идет? Запись идет? Всё. Шараф, от имени клиники... Центра. Да, от имени центра медицинской... Блин, фарбот, что со мной? От центра авиационных хиджамов, да? Нет, ты как-то говоришь, какой-то нетрадиционной медицины. Ты От как-то говоришь. центра альтернативной медицины. Я это не смогу сказать, брат. Давай ты сам сядешь, скажешь. Давай сядь сюда, возьми микрофон, сам говори. В конце будет... Ничего страшного. Шараф этот, М-ка тебе подойдет? Подойдет, думаю. Давай, я просто встану, ты сядешь, сам скажи, я не могу это сказать. Я вот у Бахи тоже научился, то что он, видишь, делает профессиональные футболки. И мы от нашего центра авиационных хиджамов, я сейчас пакетика специально вытащил, по твой размер мы Реклама бизнеса. да, дарим, короче, смотри. Внизу ссылка должна быть, правильно? Да. У нас, смотри, у нас есть на данный момент 3 действующих, можно сказать, источника дохода. Это центр авиационных хиджамы, это центр альтернативной медицины. Дальше идет интернет-магазин Vega Green, это вот это сухофрукты и то, что связано с Про вегетарианством. свой колхоз тоже будешь Да. Не, про кусок колхоз нет, потому что он еще денег не приносит. И интернет-магазин Арихленд. Так что вот этот маленький все подарок. ссылки внизу. Да. Только? И на него потом. Таджики научились торговать. Друзья, почему я сейчас говорю? Потому что Баха не смог произнести центр альтернативной медицины. И он обещал, что это не вырежет. Также мы тебе дарим вот такой маленький набор. Вот. Да уже не маленький. Ну, он маленький, я считаю. Вот, поэтому мы их отложим сюда. Вот, спасибо тебе огромное. Я буду рад, если ты будешь в Москве и будешь к нам Буду заходить. чаще ходить, Да. раз в 3 месяца точно. Это футболка От Бахи. Да. Обязательно, это Баха Да. открыл бизнес, Да. который зарабатывает деньги и получает Лоик процент от этого. Не. Сказать, серьезно? Он уже все сказал, ты можешь что делать. Давай. Просто подари ему футболку. Да. Кинь вот так вот в меня.
Также говорит туда-сюда, куда говорит. Также, я же Шараф объясняю. Шараф, также смотри, дарим тебе вторую футболочку от, можно сказать, новое начинание Бахридина Джалолова. Это Touch Sport Team. Вот этот логотип, как ты видишь, мы его долго разрабатывали. Таджикские спортивная команда. С первой футболки они у нас коллекционные будут, именно с изображением Лоика Раджабова. Что-нибудь получается с этого денег? Как раз таки, смотри, мы специально делаем именно эти футболки, точнее, Бахридин делает эти футболки для того, чтобы именно поддержать наших бойцов. Как ты именно в начале интервью сказал, то что сложно ребятам начинать, и если у них не бывает спонсоров. Да. Вот. Здесь с правой стороны это флаг, который он поднимает. Сзади, это все рассказывает, да? Сзади это наш герб, потом дальше, можно сказать, логотип Touch Sport Team, клуб Акбарза, который представляет Лоев. И вот в самом низу, обратите внимание, это ссылка инстаграма Бахридина Джалолова, Лоиха Раджабова и Авиценна Хиджама, потому что небольшой вклад Авиценна Хиджама тоже в это делает. Проценты получает Лоик? Да, обязательно. Но какой процент, это знает Бахридин. Я об этом не знаю. Смотри, Шараф, эти футболки, они именно коллекционные. Мне очень повезло. Да, тебе очень повезло, потому что из 100, да, из 100 одна футболка будет у тебя. Это как Ford Mustang 59-го года. Да, приблизительно так. Все сказать, качество тоже бомба, честно говоря, да? А клубника еще бомбее. А клубника еще вкуснее. Цены вкусные, нужно сказать, да? Я сложить, честно говоря, не знаю. Мать, сложи, пожалуйста. Все, спасибо, Шараф, что ты пришел. Кстати, у тебя качество лучше, чем вот это. Ну, здесь хлоп. Конечно, вот ты знаешь, что Но я... Ты что, его укусил? Укусил хотел, что ты что? это очень хорошее качество. Ниже пояса нельзя бить. Баха, я сразу понял, что это UFC минимум. Ты хотя в них тренироваться будешь? Конечно. Ну все, брат. Во всех. Я могу одновременно две одеть, если хотите. Да. Потом мне будут снимать, и хоп, отнял одну, вторую. А этот пакет Ашкани? Нет, я вот так пополам отрежу и вот так соединю две. Да, можно, кстати. И вторую футболку можем подарить от нас тебе. Но у него много учеников, ты же забыл? О, Джанго. Ты хочешь поругаться с ним? Этот. Да. Шараф, прикинь, он только бизнес начал, но у него уже охрана, как у Тимати, видел? Так это как минимум. Я и думаю, это неужели его сразу бизнес охраняют? Да.